Оборонные ведомства 6 стран-участниц СНГ подписали протокол о комплексном взаимодействии между собой. Документ был подписан на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки. Основные пункты документа направлены на улучшение организационной работы Министерства обороны. Это один из основных рабочих органов Совета министров обороны, занимающийся вопросами профессиональной подготовки наших военнослужащих. И учитывая, что основу повседневной деятельности войск составляет именно боевая подготовка, ведущая роль Координационного комитета в этих вопросах очевидна. Так, Юрий Дашкин отметил, что каждый из участников Координационного комитета имеет опыт, который будет полезен для изучения. Члены комитета будут проводить совместные теоретические и практические учения. Полагаю, что на этой встрече будет много интересных и практических занятий, где можно будет посмотреть, что умеют, чего добиваются военнослужащие вооруженных сил Кыргызстана в боевой подготовке, ну и посмотреть, как совершенствуется учебно-материальная база. Полагаю, что вот эти основные вопросы предстоит сегодня нам и завтра проработать. Учения будут призваны помочь улучшить взаимодействие между оборонительными ведомствами стран СНГ. Согласно подписанному протоколу, страны будут ежемесячно отправлять на взаимное обучение по 30 солдат. Обучение личного состава в этих странах. Например, по обучению по управлению беспилотными летательными аппаратами на данный момент некоторые страны еще лучше, чтобы мы могли отправлять туда, там они обучаются, возвращаются. Или же по горной подготовке. Наша база позволяет, Центр боевой подготовки позволяет, мы можем их принимать и обучать здесь. Отметим, что такие заседания проводятся ежегодно. Данное совещание стало 6-м по счету. В нем приняли представители из таких стран, как Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Узбекистан и Кыргызстан. Саимов Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Чуйская область.